Сотрудники госавтоинспекции провели рейд по профилактике нарушений пешеходами в Магасе. Эта категория участников дорожного движения не отличается высокой дисциплиной. В статистике нарушений еще и значатся самокатчики. Из столицы Диана Дударова. Безопасность на дороге – это ответственность не только водителей, но и пешеходов, напоминают сотрудники госавтоинспекции. Сегодня под прицелом самые оживленные пешеходные переходы столицы. Профилактическое мероприятие начинается рядом с университетом. Здесь 2 остановки. В студенческий сезон наблюдается большое скопление людей и автомобилей, которые по очереди пропускают пешеходов. Тем самым создаются заторы и пробки. Сотрудники ГАИ объясняют, как необходимо вести себя пешеходом в таких ситуациях. Далее инспекторы направились к следующему активному пешеходному переходу на перекрестке рядом с прокуратурой. Со стороны никаких нарушений не заметно. Люди переходят дорогу строго по разметке, только на зеленый свет. Сотрудники внимательны к каждой детали. В поле зрения попадает пешеход в наушниках. Нередко это приводило к большим трагедиям, особенно на железнодорожных переездах. Законодательство страны пару лет назад запретило переходить дорогу в наушниках и уткнувшись в телефон. Это отвлекает внимание пешехода, и он может не заметить приближающуюся опасность. Правила дорожного движения, тут все расписано, как переходить дорогу в таких случаях. Не меньшую угрозу представляют велосипедисты и самокатчики. Они обязаны переходить дорогу, ведя велосипед или самокат рядом с собой. Ведь водители не ожидают, что на дорогу внезапно может выехать подросток или ребенок на самокате, которого они могут сбить. Так видно, что мама переходит дорогу с детьми, которые продолжают движение на самокатах. А вот как нужно на самом деле. Также сотрудники ГАИ проверили пешеходный переход в районе аллеи Кадырова. В вечернее время суток здесь наблюдается активное движение машин и людей. Нередко непосредственно на самой зебре водители сбивали людей и наносили тяжкий вред здоровью. С одной стороны, до разметки установлена искусственная неровность. Бывает так, что с другой стороны водители летят на большой скорости, даже если видят знак и пешеходов. Инспекторы проводят разъяснительную беседу и с водителями. Пешеходный переход, независимо, на твоей полосе или нет. Ты его должен пропустить. До пешеходного перехода слишком далеко идти. Или машин же все равно на дороге не было. Так объясняют нарушители, почему перешли в неположенном месте. Игнорирование ПДД, невнимательность, спешка зачастую становится причиной ДТП. И это пренебрежение кому-то может стоить жизни. Вы всегда в положенном месте переходите дорогу? Да. Никогда не нарушаете? Иногда. Ну, вот когда нету зебры, там приходится. Если нету пешеходного перехода, ты доходишь до ближайшего пешеходного перехода и только там переходишь дорогу. Только в этом случае. А если вообще нету пешеходного перехода, то ты доходишь до ближайшего перекрестка и только там переходишь дорогу. Хорошо. Более чем в половине случаев наезды на пешеходов случаются по вине водителей, которые нарушают правила проезда через переходы. Только за последний месяц от наезда автомобилей скончались 2 человека в Троицком и Плиево. Всего с начала года госавтоинспекцией в регионе зафиксировано 15 ДТП, в результате которых погибло 9 человек. Чаще всего пешеходы допускают это переход в неположенном месте. За это предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей. А также, если водитель не уступил дорогу пешеходу, за это предусмотрена административная ответственность по статье 12.18, штраф за который предусмотрен 1500 рублей. За последние 10 лет число погибших на российских дорогах пешеходов сократилось вдвое. Почти настолько же уменьшилось число раненых. При этом возросло количество случаев наезда на пешеходов, также почти вдвое. Среди них нередко оказываются дети. В апреле в Магасе на пересечении улиц Нальгиева и Кулиева на пешеходном переходе совершили наезд на малолетнего. Ребенок скончался от полученных травм в больнице.
В случае смертельного исхода ДТП наезд на погибшего пешехода карается лишением свободы до 7 лет. Также все чаще фиксируются наезды на пешеходов с самокатчиками. Сотрудники госавтоинспекции в вечернее время проводят рейдовые мероприятия с целью выявления и пресечения правонарушений. Гироскутер, моноколесо, электроскутер и так далее. Пресекаем нарушения, ловим нарушителей. В отношении нарушителя в данный момент составлено 8 административных материалов за езду в неположенном месте. Такие профилактические мероприятия госавтоинспекция в Магасе проводит на регулярной основе. Главная цель – снизить аварийность на дорогах и повысить дорожную грамотность жителей. Также периодически в школьных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях нами проводятся профилактические беседы с детьми, где доводится информация по соблюдению правил дорожного движения, как переходить дорогу, в каких случаях, если отсутствует пешеходный переход, как переходить правильно. Пешеходы – самые незащищенные участники дорожного движения, и большинство попавших в ДТП погибают. Поэтому водителям напоминают, что следует заранее снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу, а пешеходам лишний раз убедиться, что приближающийся автомобиль полностью остановился. Просто сейчас мало студентов, может, из-за этого как-то нет вот таких ситуаций. А так нормально. Хотелось бы еще улучшить, может быть, зарегулируем перекресток был бы. Не перекресток, а дорога такая пешеходная. Иногда один проезжает, один дает пройти, один не дает пройти. Бывает иногда сложно из-за большого потока автомобилей, но водители чаще всего уступают дорогу, поэтому редко когда возникают какие-то проблемы. Иногда я даже боюсь переходить дорогу пешеходную, потому что машина может сбить тебя, там еще что-то может произойти. Обычно они там дрифты начинают делать, это очень опасно. На происшествия с пешеходами влияют такие факторы, как сезонность и время суток. Наиболее низкие показатели смертности при наездах на пешехода фиксируются, как правило, с апреля по июнь, когда увеличивается продолжительность светового дня. Эффективным методом профилактики наездов на пешеходов ночью остается использование светоотражающих элементов. Инспекторы призывают пешеходов не пренебрегать этой действенной и эффективной мерой защиты. Диана Дударова, Алисхан Гаравожев, Магаз 24.